Как говорили раньше, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Рустем Файзович Ямалеев соблюдает этот справедливый принцип на протяжении всей своей многолетней деятельности. В структуре его общественного пула сформирован и работает Совет татарских и башкирских аксакалов. Эта авторитетная группа всегда в авангарде всех проводимых мероприятий. О старейшинах помнит не только Рустем Ямалеев, но и весь молодежный актив пула. Например, во время пандемии коронавируса молодые люди навещали ветеранов на их квартирах и привозили для них пакеты с продуктами первой необходимости. Также активисты пула уделяют большое внимание ветеранам войны и труженикам тыла. Большой гордостью и очень ценным материалом для штабистов являются записи интервью 50 ветеранов Великой Отечественной войны, сделанные 10 лет назад, где они делятся своими воспоминаниями, рассказывая правду о той страшной войне. Сегодня их уже нет в живых, но сказанные ими слова и прозвучавшее напутствие потомкам будет жить вечно. Так же, как и останутся в веках воспоминания выдающегося военачальника, великого сына татарского народа, генерала армии Махмута Гареева, который в последний год своей жизни дал 3 интервью съемочной группе штаба татар, смонтированные в 4 фильма с напутственными словами, обращениями к нации и пожеланиями для молодежи. В работе пула татарских общественных организаций под руководством Рустема Ямалеева всегда принимали активное участие не только заслуженные военачальники, но и герои Советского Союза и герои Российской Федерации. Именно они задавали особый идеологический тон, четко проводили кремлевскую государственную линию и увлекали молодежь историями своей военной службы. Каждое мероприятие сопровождалось обсуждением и даже дискуссией по злободневным проблемам современности, разъяснением государственной политики по тем или иным вопросам, патриотическим воспитанием. Со временем работу с участием героев СССР и Российской Федерации стал курировать на общественных началах герой социалистического труда, бывший председатель Государственного комитета СССР по снабжению нефтепродуктами Талгат Хурамшин. Он образовал на площадке полномочного представительства Республики Башкортостан при президенте России отдельный клуб героев, где собирал именитых татар и башкир. Штаб татар Рустема Ямалеева и клуб героев Талгата Хурамшина связывала большая совместная общественная работа и крепкая личная дружба. Именно поэтому перед своей кончиной в 2019 году Талгат Закирович завещал продолжать работу клуба героев Рустему Ямалееву и своей любимой снохе. Клуб героев свято хранит память о Хурамшине, проводит поминальные мероприятия не только своему основателю, но и генералу армии Махмуту Гарееву, вице-президенту Татарстана Василию Лихачеву и другим именитым соотечественникам. Не так давно основатель штаба татар и Национального конгресса татар и тюркских народов Рустем Ямалеев принял историческое решение о возобновлении автономной работы клуба героев отдельно от офицерского собрания и восстановлении его элитарного статуса за счет участия в нем героев СССР и России, а также высокопоставленных представителей генералитета, расширив его состав до клуба героев и генералов. Помимо военнослужащих, в клуб героев и генералов будут входить герои труда, космонавты, летчики-испытатели, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, спасатели, участники экспедиций в Арктике и Антарктиде, спортсмены и путешественники, дипломаты, участники миротворческих операций. За 15 лет работы на исторической площадке штаба татар ежегодно бывает около 70 героев Советского Союза и России. Инициатива воссоздания такого клуба поддержана дочерью героя Советского Союза генерал-полковника Николая Антошкина,
Елена Антошкина уже много лет ведет созданное ее отцом объединение героев СССР и России, и вот теперь готова соединить свои усилия с возможностями Рустема Ямалеева для еще более эффективной, но уже совместной работы. Большая работа по чествованию героев СВО проводится совместно с Татьяной Лозовой и рядом других общественных объединений, активно занимающихся героизацией достойнейших сынов и дочерей России, среди которых Российская ассоциация героев, Герои Отечества, Клуб героев СССР и России. Отдавая дань Рустему Ямалееву за такую деятельность, его часто приглашают на подобные мероприятия в московский Кремль. Важной традицией штабной молодежи является ежегодное посещение могил Фикрята Табеева и Николая Лимаева, выдающихся татарстанских государственных деятелей, а также вечера памяти многих других выдающихся татар, башкир и тюрков, среди которых Ринат Акчурин, Талгат Хурамшин, Ринат Ибрагимов. Это важно, чтобы молодые люди знали своих национальных героев и чтили их память. Новым проектом Рустема Ямалеева по увековечению выдающихся татар Москвы из числа тех, кто вложил свою душу в дело сохранения татарской нации, языка и культуры, является издание своего рода книги памяти с именами не только ушедших, но и ныне живущих видных общественников, над которой уже работают историки и редакторы. В ней обязательно будут имена татарских активистов, которые в послевоенные годы организовали национальное движение в Москве, а также национальные герои, как Ринат и Расим Акчурины, Махмуд Гареев, Ринат Ибрагимов. Будущее во многом зависит от нашей молодежи, от современного образования, от профессиональных навыков, от позитивного мировоззрения и мышления, от понимания национальной сущности, от желания созидательно и эффективно трудиться, от умения конструктивно выстраивать отношения в обществе. Наставляя молодежь, Рустем Ямалеев напоминает им проверенные временем и помогающие развиваться в правильном направлении девизы. В здоровом теле – здоровый дух, в знании – сила, где родился, там и пригодился, дорогу осилит идущий, ведь великие дела начинаются с малых шагов. Рустем Ямалеев всегда говорит о республике, ведь это крупный и динамично развивающийся регион России с большими перспективами и в производственном векторе, и в научно-техническом, и в строительном, и в социальном. Республика меняется и улучшается из года в год. Новые идеи, новые возможности, новые ресурсы, новый потенциал, предлагая своим жителям не только высокооплачиваемые рабочие места, но и новую современную концепцию развития. Возможность построения профессиональной карьеры и жизни в красивой природной локации. Республика Татарстан является явной и очевидной точкой притяжения для жизни сейчас и в будущем. Надо вместе постигать новое, созидательно трудиться, строить дружные семьи, стараться быть здоровыми и счастливыми. Примечательным является тот факт, что передовая татарская молодежь, те, кто сейчас учится или уже работает, кто строит карьеру и намерен достигать профессиональных высот, нашли в Рустеме Файзовиче не только гостеприимного хозяина штаба татар Москвы, расположенного в уютном лофте в самом центре столицы, но и человека с открытой душой, добрым нравом, мудрого советчика и наставника. Рустем Ямалеев – истинный патриот своей малой и большой родины, человек, ищущий ответы на вызовы времени, размышляющий и о татарах, и обо всех народах, населяющих нашу великую Россию. Он – личность национального масштаба. Татарское сообщество Москвы заслуженно считает Рустема Файзовича одним из ярчайших и авторитетных татар, живущих сейчас в столице России и пользующегося неподдельным народным уважением и поддержкой.